Озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса парламента Республики Казахстан, на имя премьер-министра депутат Ирина Смирнова указала на ошибки министерств в период действия чрезвычайного положения. Она предлагает по итогам эпидемии правительству сделать работу над ошибками. Ситуация борьбы с эпидемией обнажила проблемы в управлении на разных уровнях. Несмотря на то, что государство в лице президента моментально отреагировало в оказании помощи гражданам, различным организациям, бизнесу, в работе министерств стали наблюдаться системные ошибки. Некоторые министерства не проявили должного уровня профессионализма. Социальные службы и органы управления системой здравоохранения оказались неспособными принимать взвешенные, оптимальные и прагматичные решения в ограниченный промежуток времени, что при первой же проверке на прочность привело к необходимости введения экстренных мероприятий вместо планового и эффективного решения проблемы, сказала Смирнова. В качестве примера такой работы она привела выплату социального пособия в размере 42 500 тенге. Неуверенные и непродуманные действия Министерства труда и социальной защиты населения только повышали уровень недовольства в обществе, вносили неразбериху и разночтения. Как показала текущая ситуация, в стране попросту не оказалось реальных сведений об инвалидах, о семьях с тяжелой жизненной ситуацией. Это является еще одним упущением Министерства труда и социальной защиты. В результате граждане, не заявлявшие необходимости в поддержке, получили пособие, в то время как реально нуждающиеся до сегодняшнего дня не могут получить данной помощи от государства, констатировала депутат. По ее словам, большую нагрузку взяли на себя обычные граждане, волонтеры, которые вручную сверяли списки нуждающихся, обеспечивали их необходимой помощью, занимались поиском спонсоров и сами становились ими. Также ее критика коснулась Министерства здравоохранения. Несмотря на ошибки, допущенные руководителями министерств и ведомств, врачи, медсестры, работники скорой помощи, не имея необходимой защиты, условий для отдыха, хорошего питания, организованной заботы об их детях, оставленных дома, встали на первую линию борьбы с неизвестной во многом инфекцией. Именно сейчас мы еще раз обращаем внимание на сомнительное по необходимости и опасное по значимости решение Министерства здравоохранения по оптимизации санитарно-эпидемиологической службы, что усугубило сегодняшнюю ситуацию. Требует пересмотра решения по оптимизации, а точнее уничтожению противочумных лабораторий, что происходит в настоящее время, указала парламентарий. Смирнова полагает, что должно измениться отношение к кадрам, а ценность специалистов, инфекционистов, вирусологов и не только их будет осознанна. Все это необходимо учесть при работе над Кодексом о здоровье народа, так как нынешние ошибки министерства ставят под сомнение революционные изменения в системе здравоохранения. Здесь нужен взвешенный подход на благо общества. Эпидемия многое поставила на свои места, подчеркнула депутат. Не осталось без ее внимания Министерство образования страны. Как показала ситуация, цифровизация в образовании на категорически низком уровне. Более того, дистанционное образование, невозможность его для многих учеников в силу разных причин, усилила разрыв доступа к качественному образованию в городе и селе. Также пора обратить особое внимание на то, что некоторые регионы перестали рассматривать дошкольное образование как необходимое. Удивительно, что Министерство финансов уже длительное время сопротивляется и не поддерживает Министерство образования в части согласования методики подушевого финансирования для частного сектора дошкольного образования. Хотя именно этот подход позволяет обеспечить охват детишек ранним воспитанием и образованием и обеспечивает эффективное использование бюджетных средств для этой цели, заметила она. На ее взгляд, показательными также являются противоречия, разобщенность действий, отсутствие гибкости министерств и ведомств на примере вынужденного уничтожения урожая молодой капусты фермерами Туркестанской области. Министерство сельского хозяйства издает приказы по запрету вывоза продукции на экспорт, не обеспечивает алгоритм логистики внутри страны, Министерство торговли самоизолировалось, занимаясь более приятной процедурой планирования постройки 5 оптово-распределительных центров за феерические 240 миллиардов тенге. В то же время, когда ряд министерств демонстрирует растерянность и отсутствие гибкости, решением Министерства обороны для нужд Министерства здравоохранения полностью передан военный клинический госпиталь. Без дополнительных средств и помощи военные развернули современный полевой госпиталь за 72 часа, укомплектовав его военными врачами. В это же время создано новое подразделение – Департамент войск радиационной, химической и биологической безопасности, практически готова первая в вооруженных силах лаборатория, отметила Мажилис Вуман. В связи с этим она предлагает правительству провести работу над ошибками по результатам эпидемии и предоставить на оценку депутатам вынесенные уроки. Кроме этого, по мнению Смирновой, следует также принять во внимание, что развитие человеческого капитала и инклюзивное развитие
главные задачи государства. В связи с этим при принятии ситуационных решений министерством требуется оценивать риски, которые могут быть их следствием. Необходимо обеспечить принятие только корпоративных решений с учетом мнения экспертов, народа, гендерного аспекта. Стать реально слышащим правительством. Девиз, обозначенный президентом. «Без Бергемис мы вместе» должен стать реальностью для всех, заключила депутат.